Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. До 15 февраля в республике действуют ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. В пятницу Сухумский продовольственный рынок и торговый комплекс «Сухум-Прибор» были закрыты. Закрыты для посетителей также кафе, рестораны и апатхи, кроме тех, кто работают на вынос. Наша съемочная группа побывала на рынке и в продуктовых магазинах. Смотрите репортаж Алики Трапш. Согласно введенным ограничительным мерам, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком. Так, Сухумский центральный рынок будет работать в четверг и субботу, а государственный вещевой торговый комплекс «Сухум-Прибор» во вторник и воскресенье. Как мы убедились, внутри рынка торговые объекты не работают. Закрыты центральные ворота сельскохозяйственного рынка. Но перед воротами несколько торговых павильонов были открыты. Вы сегодня работаете? Нет. Ну, мы видим, вот ваша куртка открыта. Нет, я пришла убирать. То есть вы не принимаете? Нет. Убрать не надо и доделать. Как вы в целом относитесь к ограничительным мерам, которые ввели? Ну, здесь мы ведь закрыты, и к нам сюда люди не заходят. Ну, и если кто-то подойдет, мы все равно одеваем маску. Вот маска лежит. И поэтому я думаю, что нас можно было и не закрывать. Вы имеете в виду отдельно ваш магазин, да? Ну да, вот магазины закрыты, мы сюда внутрь не запускаем. Видите, у нас двери закрыты, а когда человек подходит, маска лежит, мы одеваем маску и обслуживаем. И все равно людей нету на рынке, очень мало людей эти дни после праздничные. 1-2 человек подойдет и все. Добрый день. Добрый день. Вы работаете сегодня открыты? Нет. А вы просто пришли вот на работу? Пришли кое-что убрать. Как вы в целом относитесь к этим ограничительным мерам? Вот то, что Положительно. Да, надо. Желательно, чтобы этого всего не было. Но раз правительство говорит, значит надо. Функционируют и все торговые точки вокруг рынка. Мы посетили некоторые из них. Ситуация неоднозначная. В одних продавцы сами были в масках и того же требовали от покупателей. Другие же сетуют на то, что не всегда получается соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты. Мы также посетили супермаркет «Кормилица», который всегда привлекает большое количество покупателей. У входа выстроилась очередь без намека на социальную дистанцию. Однако внутри все кассиры и обслуживающий персонал в масках и сами покупатели тоже. Охрана четко следит за тем, чтобы внутри одновременно не было более 10 покупателей. У нас стоят антисептики, покупатели соблюдают дистанцию. Мы, по крайней мере, просим их, чтобы они соблюдали дистанцию для их же безопасности, для их здоровья и для нашего также. Вот. Мы в зал пропускаем по 10 человек. Покупателям не нравится это, они возмущаются. Почему только у вас заходят в масках, вы не пускаете. У нас было такое, ссорились с покупателями, говорим, как есть, честно. Не все понимают это. Но сейчас я смотрю, 2 дня, как на самом деле они сами одевают, сами идут в аптеку, заходят по соседству, покупают маски и заходят в масках. Это я могу точно сказать. Сами покупают. Они уже, видимо, поняли, что это очень опасно стало, да. Проблема с несоблюдением масочного режима существует не только внутри торговых объектов. На улице мало людей, которые носят маски. Новая ситуация с ношением масок в общественном транспорте заметно улучшилась за последние дни. И в этом отчасти большая заслуга самих водителей, которые требуют с пассажиров обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Далее наша съемочная группа посетила несколько объектов общественного питания. Согласно распоряжению правительства, их деятельность запрещена за исключением оказания услуг по доставке еды. В ресторане «Дэм» с нами отказались говорить на камеру, но в личной беседе администрация сообщила, что они закрыты для посетителей, работают на вынос, а также в зале рассаживают и обслуживают исключительно постояльцев отеля «Дэм». А вот кафе «Сохо», «Виноград» полностью закрыты. В ресторане «Адзых» нам также сообщили, что они отпустили персонал и закрывают ресторан. Кафе «Бисквит» также не принимает посетителей, однако они работают на доставку. Алика Трапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Ограничительные меры введены и действуют в Очимчирском районе. График ограничений выработали на совещании в администрации. Об этом наш следующий сюжет. До 10 февраля в Очимчирском районе, как и по всей Абхазии, запрещено проведение массовых мероприятий. Приостановлена работа объектов общественного питания, включая апатхи и рестораны. Кроме того, местный рынок теперь будет работать по графику – дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Глава администрации Станислав Амичба призвал жителей района ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных мероприятиях. Контроль за соблюдением карантинных мер возложен на ответственные службы.
ограничение собрания наших граждан в местах скопления, а также ношение масок по рекомендации, по настоятельной рекомендации, могу даже так сказать, наших врачей, нашего координационного штаба по коронавирусу. Что касается общепитов, заведений, они будут, разумеется, закрыты. Все это будет делаться во благо нашего населения, во благо того, чтобы как-нибудь упорядочить или хотя бы сократить число той динамики, которая имеет свое развитие по заболеванию коронавирусной инфекцией. Тем временем Ачимчирская ЦРБ продолжает принимать ковид-пациентов, количество которых за последнее время увеличилось. Всего за период пандемии в районе прошли лечение более 1000 человек. В медучреждении функционирует стационарное отделение для ковид-больных. На сегодняшний день лежит 27 человек. У нас отделение на 27 коек. Все койки заняты. Вот, и лежат и мужчины, и лежат и женщины в отделении. На амбулаторном приеме хочу отметить, что с 1 января увеличилось количество людей, которые обращаются к нам за помощью в разы. Видимо, были праздники, люди встретились, пообнимались, поцеловались, сели за стол вместе. И вот теперь приходят к нам в 2-3 раза больше людей, значит, каждый день. Несмотря на то, что были каникулы, были все выходные дни, мы работали абсолютно все дни, вели амбулаторный прием. За этот период пришло очень много людей, мы протестировали. К сожалению, у нас лимитированное количество мы можем проводить. В день 40 человек на ПЦР. Приходят, наверное, все 100 человек. Поэтому многие люди остаются недовольны, что не смогли пройти тестирование. Приходят по 2, по 3 раза. Но, к сожалению, это не по нашей причине. Вот. Все амбулаторные пациенты, как известно, мы получаем результаты к концу рабочего дня в электронном виде на телефон. Потом эти списки обрабатываются нашими медработниками. То есть положительных консультирует доктор по телефону, с той же минуты начинает вести с ними беседы, как себя вести, какие препараты, куда прийти на обследование. Все ведет доктор. И медработник другой сидит на телефоне, на горячей линии, обзванивает всех пациентов, кто получил отрицательный результат. Ну вот как-то так налажена работа. В инфекционном отделении работают врачи-терапевты. Помогает им акушер-гинеколог, которому пришлось переквалифицироваться на время пандемии, а также медсестры, ежесуточно заступающие на смену. С 1 января по 14 ночь у нас получается 172 человека положительных, которые подтвердились коронавирусной инфекцией. А в общем количество, конечно, больше взято, но из них 172 подтвержденных. Есть средней тяжести и не тяжелые, потому что мы тяжелых не можем, мы их переправляем в Гудаутский госпиталь. С какими проблемами вы сталкиваетесь? С какими? Осложнения на пневмонию. В основном такие идут у нас проблемы, потом у нас падает сатурация. Когда начинает падать сатурация, мы их переправляем, у нас нет кислорода, достаточного потока, чтобы помочь людям, оказать им помощь. Становится очевидным, что медицинские ресурсы республики истощаются. Соблюдение жестких карантинных мер сегодня не просто необходимость, а единственная возможность спасти жизни наших старших. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сейчас в период пандемии возникает необходимость в медикаментах для лечения коронавирусной инфекции. Государство обеспечивает лекарствами больницы. Для стационарных больных они абсолютно бесплатные. А как обстоят дела с наличием необходимых медпрепаратов в аптеках? Наши корреспонденты прошлись по аптекам столицы и убедились, острого дефицита лекарств не наблюдается. Да и цены практически не изменились. Сария Кварцхелия продолжит тему. Ажиотажный спрос на антисептики, маски, перчатки, противовирусные, кроворазжижающие препараты и, конечно же, на витамины, который был спровоцирован COVID-19 еще весной, увы, сохраняется и сегодня. Мы заглянули в столичные аптеки, чтобы узнать, обеспечены ли они необходимыми лекарствами от коронавирусной инфекции. Первый объект, который мы посетили – аптека «Лекарь». На сегодняшний день аптека обеспечена необходимыми препаратами. У нас бывает то, что препараты заканчиваются, но эти перебои длятся дня 3, не более.
Ну, покупают для профилактики, берут витамин D, витамин С, цинк. Есть кроветворожащий препарат. Проксипарин тоже есть, но это уже в основном те, кто тяжело больные люди. Это у нас есть, но отпускается по рецепту исключительно. В лекаре не было кроворазжижающего препарата Эликвис. Однако, по словам менеджера аптеки, он будет в течение 3-4 дней. Далее мы направились в аптеку Лекфарм. В аптеке Лекфарм есть практически все необходимые препараты для ковид-заболевших, скажем так. На данный момент отсутствуют некоторые препараты, но на следующей неделе мы их уже ждем. И если нету какого-то определенного, то можно заменить, так как у нас есть большой ассортимент аналогов. У нас есть все виды орбидолов, у нас есть в комплексе сейчас витамин С с цинком, нету эликвиса, но у нас есть ксарелта. Рецепты сейчас идут такие, как витамин D, азитромицин, витамин С, тот же эликвис, также может быть и ксарелта, это могут быть антибиотики, как цефтриаксон, у нас тоже наличие, все антибиотики наличие, лефлобак внутривенный, они у нас тоже есть. В принципе, как таковых отсутствующих препаратов на данный момент сегодня нету, только эликвис, но и то мы его ждем на следующей неделе. Ксарелта, тромбоаз, кардиомагнил, а также витамины и противовирусные есть в Сириусе. По словам фармацевта аптеки, на сегодняшний день нехватки препаратов не ощущается. Если даже заканчивается одно лекарство, то предлагают аналоги. Например, таваник можно заменить левофлоксицином. Кстати, эликвиса и в этой аптеке не было. Далее мы заглянули в центральную первую аптеку под Часами. Вот у нас это препарат, в первую очередь, который назначают. Это витамин С, аскорбинка, 1000 доза, по 10 таблеток, в день один раз принимается. Есть еще селен, есть цинк, есть у нас противовирусные, все препараты. Да. Чаще всего зачем приходят? За витамин С и противовирусные это кагацел, это орбидол больше всего и ингаверин. У нас кроворазжижающие есть кардиомагнил, кардиоаспирин, есть тромбоаз, разные дозы. Заменяющие 3-4 вида у нас есть. Если спросят, я могу заменить, но я не имею права заменять. Это такие препараты сильнодействующие, это только врач назначает. Я могу дозы пересмотреть. Таким образом, можно сказать, что в столичных аптеках не наблюдается острого дефицита лекарств. Если препарата нет в одной аптеке, то он обязательно найдется в другой. Или вам при наличии предложат аналог. Причина отсутствия некоторых лекарств в наших аптеках – большой спрос на них и дефицит препаратов в России, прямого поставщика в Абхазию. Сария Кварацхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. На российской военной базе, дислоцированной в Абхазии, началась плановая вакцинация личного состава от новой коронавирусной инфекции. В первой партии на российскую военную базу поставлено 500 доз двухкомпонентной вакцины «Спутник-5» российского производства. В первую очередь прививку первого компонента вакцины получили военнослужащие, несущие боевое дежурство, медперсонал и командный состав боевой базы. Прививка производится добровольно и на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Для проведения вакцинации назначены 2 прививочные бригады. Вакцинация проводится в 2 этапа с промежутком в 21 день. Все помнят, что весной прошлого года, еще в начале пандемии, в республике был объявлен карантин. Если тогда все мы соблюдали меры предосторожности, опасаясь вируса, то сейчас соблюдение санитарных норм нарушают даже те, кто болеет. Вот почему и эпидемситуация обострилась. Число заболевших растет как в Абхазии, так и во многих странах мира. Кое-где ситуация приобрела критический характер и действует жесткий локдаун. Гугуца Вардания продолжит тему. Объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющее международное значение в связи с текущей вспышкой новой коронавирусной инфекции. Эти слова облетели весь мир. В начале 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила новую коронавирусную инфекцию пандемией, то есть заболеванием, которое может распространяться стремительно и охватить весь мир. Первые случаи инфицирования были выявлены в китайском Ухане. Специалисты ВОЗ призвали граждан во всем мире соблюдать карантин. Давайте использовать возможность, чтобы активно вкладывать в профилактику в борьбе с вирусом и не допустить его дальнейшего распространения.
Так пусто сейчас выглядят улицы Германии. Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря. Кроме того, с 5 января в округах, где на протяжении 7 дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тысяч человек, действует ужесточение, которые предполагают сокращение радиуса перемещений без наличия уважительной причины. Ограничения для розничных сетей и ресторанов продлены. Встречи возможны только с одним, не проживающим в том же доме человеком. Детские сады и школы останутся закрытыми минимум до 31 января. Несмотря на все сложности, люди относятся к этому с пониманием и стараются соблюдать меры предосторожности. Если в районе заболеваемости в течение недели будет зафиксировано более 200 новых случаев COVID-19, в расчете на 100 тысяч населения будут приниматься дополнительные меры, такие как ограничение радиуса передвижения 15 километров от места жительства, если на то нет веской причины. Веская причина – это, например, посещение врача или рабочего места. Недавно в Англии объявили об ужесточении карантинных мер. И это уже в 3-й раз с начала пандемии. Сейчас в стране действует повышенный 4-й уровень ограничений. Это связано с большим ростом заболеваемости в республике и выявлением нового штамма вируса, который на 50–70% более заразен. Послушайте, все вирусы постоянно мутируют. В действительности люди постоянно мутируют, но мы размножаемся каждые 25 лет. Вирусы размножаются каждые несколько минут, и постоянно появляются варианты. Этот новый вариант очень быстрый. Он распространяется за счет своей способности передаваться и становится доминирующим видом. Он превосходит все остальные с точки зрения передачи. Сейчас жесткие ограничения введены и в Голландии. Несмотря на локдаун, действующий с середины декабря, количество случаев инфицирования коронавирусом в Нидерландах практически не снижается. В последнюю неделю декабря оно составило 760 человек на 100 тысяч населения. Чрезвычайные меры принимают в столице и 3 префектурах Японии. Уровень инфицирования в стране сейчас самый высокий с начала пандемии. В режиме локдауна живет Израиль. Усиливает ограничения Испания. Жесткий карантин продолжает действовать в Чехии. С 5 января локдаун в законодательном порядке введен на всей материковой части Шотландии. Причина ужесточения ограничений – рост случаев заражения COVID-19. 3-й по счету жесткий локдаун был введен в Австрии с 26 декабря. В стране не работают магазины, за исключением продуктовых и продающих товары первой необходимости. Закрыты рестораны, предприятия, сфера услуг и культурные учреждения. Школы и другие учебные заведения переведены в режим онлайн. Во Франции с 8 вечера до 6 утра действует комендантский час. Со всех, кто вышел на улицу встречать праздники и не смог оправдать причину нарушения, были взысканы штрафы на сумму от 135 евро за первое нарушение до 3750 евро за повторное нарушение. Однако, несмотря на такие жесткие меры, люди в этих странах относятся к ограничениям с пониманием. Акцент в карантине сделан на сознательность граждан, боясь за себя и своих близких. Если бы в этом не было необходимости, я не думаю, что они сделали бы это, поверь мне. Итак, что мы можем сделать? Я имею в виду, что больницы полны людей с коронавирусом. Он действительно существует. И да, мне это не нравится. Я действительно ненавижу его. Но что мы можем сделать? Знаешь, я думаю, именно так мы и пройдем через это. На улице не встретишься, потому что становится холоднее. Ходить в гости не разрешается. Я скучаю по моим друзьям. Мне не хватает наших вечеринок. Я не смогу поехать к моей бабушке на Рождество. Моя семья не сможет к ней приехать. Бабушка будет одна, и справиться с этим всем так трудно. По словам медиков из разных стран, система здравоохранения во многих государствах не справляется с пандемией, поэтому соблюдение карантина обязательно. Нашим врачам сложнее вдвойне, учитывая нехватку медперсонала. Однако они все же стараются помочь и борются за каждую жизнь. Между тем, число заболевших COVID-19 в Абхазии растет. Многие, сдав накануне анализ на коронавирус, выходят на прогулку с друзьями, заражая всех подряд. Несмотря на ужесточение ограничений, в отличие от многих государств, у нас есть хотя бы возможность выйти на улицу, пусть даже и в средствах защиты. По словам специалистов, еще не поздно взять ситуацию под контроль, только если каждый будет стараться соблюдать меры предосторожности. Лишь в этом случае можно сократить рост заболеваемости, не объявляя локдаун. Гугуца Вардания, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. О необходимости соблюдения ограничительных мер говорят сегодня не только врачи, но все здравомыслящие граждане, которые призывают людей сделать все необходимое, чтобы сократить рост заболеваемости в стране и тем самым спасти себя и своих близких.
Хочу поздравить с наступившим Новым годом, всем пожелать крепкого здоровья. И как мать, как женщина пожилого возраста, хочу обратиться к нашему населению. Мы малочисленная нация, поэтому любая жизнь, каждая жизнь для нас очень дорога. Не мы придумали эту пандемию. Эта пандемия свирепствует во всем мире. Это можно назвать ее чумой 21 века. Поэтому я обращаюсь к вам. Я прошу вас всех, умоляю вас всех выполнять все рекомендации, то, что говорят нам врачи, то, что говорят нам люди, вирусологи, наша власть, то, что нам предлагает. Плохого нам никто ничего не предложит. Я прошла через эту болезнь. И я видела, в каких нечеловеческих условиях наши врачи, наши медики работают. Давайте мы их пожалеем тоже. Они тоже, мимо них эта болезнь не проходит. И со временем, если врачи наши заболеют, то нам будет очень сложно. Я всем врачам желаю здоровья, крепкого, терпения всем желаю. Давайте будем вместе бороться для того, чтобы побороть эту болезнь. Известный в Абхазии врач-реаниматолог Ринель Кобали отмечает свой день рождения. Уже несколько месяцев он непрерывно находится на самой передовой борьбы с коронавирусом в Гудаутском ковид-госпитале. Коллеги Ринеля решили сделать ему подарок – отпустить на пару дней домой. Ведь его родные, в том числе и мать, не видели его очень долгое время. Журналист Анна Гуния связалась с Ринелем Кобали по телефону, когда он еще был в дороге, чтобы поздравить его и пожелать всего самого доброго. Думается, что к этим словам присоединится каждый из нас. Сегодня свой день рождения празднуете где? В больнице, в госпитале? Нет, я сегодня уехал, как ни странно, сегодня меня выпустили, я вышел оттуда. Я не нахожусь сейчас в Гудауте. До сегодняшнего дня находились в Гудаутском госпитале. Да, сегодня недавно приехал я домой. Какое у вас сейчас настроение? Настроение как-то необыкновенное, как ни странно, на воле находиться, это уже радует. И голос аппаратов до сих пор слышится и слышится. Когда вы последний раз были дома, не считая сегодняшнего дня? Даже не могу сказать, честно, не помню. Последний раз, когда был, я даже не помню. Вы после госпиталя уходите на изоляцию? На изоляцию в гостинице были на 2-3 дня и обратно возвращались. Я даже домой не ездил, потому что дома у меня родители, они в возрасте находятся, и не хотел, чтобы они болели. И за счет этого я максимально пытался домой не приходить. А родители где живут, где находятся? Они в Клачайском районе, в Кахоре. А сейчас вы где будете сегодня? Я сегодня пойду домой своими близкими, хочу увидеться, хотя бы мои лица посмотрели они. А то матушка ругается. А мама с папой ждут вас, я так понимаю, дома? Да, сестра, зять и 2 племянник, племянница ждет. И они очень соскучились, также я тоже соскучился по ним. Вы, наверное, очень уставшие после дежурства в госпитале. Ну, что делать? Что делать? Уставший, но людям же ведь надо помочь оказать, которые нуждаются. А сколько часов в сутки вам удается спать, когда вы на дежурстве? По-разному. Может и час, может и 20 минут, может и 2 часа. Это максимальное время, то, что удается заснуть в течение сутки, потому что медсестры всегда нуждаются в подсказке, а также больные нуждаются в поддержке и помощи, так что постоянно находимся хотя бы в зеленой зоне, но наблюдаемся за их гемодинамикой, поэтому приходится всегда быть на чеку. Ринель, вы сами не боитесь подорвать свое здоровье? Боимся, да, но все равно приходится делать. Людям же надо помочь. Им думать только о своем здоровье,
то, к сожалению, этим бедным людям некому будет показывать помощь. Пациенты вам очень благодарны. Все, кто побывал в Гудаутском госпитале, в том числе и наши коллеги, вам очень благодарны. И мы, коллектив Абхазского телевидения, вся страна, поздравляем вас с днем рождения. Мы ценим ваш труд. Мы благодарны таким энтузиастам, таким патриотам своей профессии, всему медицинскому сообществу. Спасибо, всем огромное спасибо, всем желаю здоровья и всем желаю счастья, чтобы они эти праздники у себя дома встречались, поздравляли друг друга и чтобы радовались они жизнью. Для меня очень приятно, когда они благодарны, чтобы к нам поменьше, чтобы обращались они в связи с своим здоровьем. И вашим родителям большое привет и спасибо за такого сына. Спасибо вам тоже огромное, я обязательно передам. Я даже не сомневаюсь, они взаимно тоже передают вам. Всего хорошего и спасибо вам. Экзаменационная сессия в Абхазском государственном университете начнется с 25 января. Решение об этом принял ректорат АГУ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике. МЧС Республики Абхазия с пониманием относится к тому факту, что сложная ситуация с природными пожарами в начале 2021 года вызвала противоречивые обсуждения в информационном пространстве страны. Руководство спасательного ведомства высказывается категорически против использования различными силами методов информационного противостояния через вовлечение МЧС в политические дискуссии. Это контрпродуктивно и бесперспективно, считают спасатели. Мы крайне признательны всем тем, кто искренне желает помочь нам в работе, однако считаем нетактичным попытки противопоставить МЧС руководству Абхазии, даже из самых, как им кажется, наилучших побуждений, подчеркивается в распространенном заявлении МЧС. Как отметили в спасательном ведомстве страны, вряд ли стоит говорить об отсутствии взаимодействия всех уровней государственной власти в разрешении возникшей проблемы. Жители многоэтажного дома по улице Акиртава, 30 в городе Сухум, район Турбазы, обратились к спасателям. В подвальном помещении дома на 1,5 метра, заполненного водой, провалилась собака и не смогла выбраться наружу. В течение 5 дней собака выла, не имея возможности выбраться наружу. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное, обвязали его веревкой и извлекли из подвала. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия. Спасибо. Слава Богу, несчастная. Слушай, живой, а? Солист Абхазской государственной филармонии, органист Лука Агаделия по приглашению Волгоградской областной филармонии принял участие в заключительных концертах 2020 года. Состоялся и сольный концерт «Диалоги эпох», в котором была представлена музыка от эпохи барокко до музыки 20 века. 27 декабря Лука Агаделия исполнил знаменитую джазовую пьесу Джорджа Гершвина в оригинале для солирующего фортепиано «Рапсодию в стиле блюз». Интересно, что Лука Агаделия солирующую партию исполнил на органе. Подобная версия исполнялась в России впервые. Ее автором также выступил сам Лука Агаделия. У зрителей Абхазского телевидения есть возможность увидеть это выступление. Концерт смотрите в нашей субботней программе. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу временами дождь, в воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 2-3, днем 7 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.